Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Теплая погода сказывается на зимних трассах. Снижена грузоподъемность на автозимнике через реку Алдан. Активная жизненная позиция, внимание и забота о ближнем всегда отличали жителей Якутии. День гражданской активности отмечается сегодня. Чингисхан встречает гостей. Москвичи посетили резиденцию повелителя холода в Аймеконе. В Министерстве труда и соцразвития региона на 40% ускорился документооборот и 20% сократилось временные расходы. Об этом сообщил глава Якутии на круглом столе, посвященном результатам влияния пандемии на экономику России и темпам цифровизации. По словам Айсена Николаева, цифровая трансформация дает огромное сокращение временных и финансовых затрат, а также улучшает жизнь людей, которые могут получать госуслуги гораздо быстрее. Ранее глава региона говорил о планах в этом году все министерства Якутии вовлечь в проект «Государственное управление 4.0», который направлен на системную реорганизацию модели госуправления. Снизили грузоподъемность на автозимнике через реку Алдан на федеральной дороге Колыма. По информации управления дорог Вилюй, с 1 апреля максимальный вес транспортных средств на ледовой переправе Хандыга-Мегина-Алдан снижен до 30 тонн. Напомним, с 5 апреля грузоподъемность снизят еще на 4 автозимниках республики. Прокуратура региона провела 7-й открытый форум по вопросам профилактики особо тяжких преступлений и повторной преступности на территории республики. В открытом диалоге приняли участие члены правительства, представители МВД, УФСИН, Следственного комитета и прокуратуры, а также общественность. Особое внимание уделено вопросам борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя как одним из основных условий преступности граждан. Участники форума отметили, что для снижения количества особо тяжких и повторных преступлений необходимо организовать широкую разъяснительную и пропагандистскую работу, в первую очередь среди молодежи. Тема форума является для нашей республики актуальной. Так, несмотря на снижение по итогам 2020 года общего числа зарегистрированных преступлений по республике, возросло число особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Более половины преступлений совершаются лицами, не имеющими постоянного источника дохода. Третья часть преступлений совершается лицами, ранее имевшими конфликт с законом. В республике принят ряд организационных и надзорных мер, однако указанные выше показатели преступности свидетельствуют об их недостаточности и необходимости выработки новых совместных механизмов борьбы с основными причинами и условиями особо тяжких преступлений, а также повторной преступности. Ученые обнаружили еще 2 кристалла внутри алмаза матрешки, найденного на Нюрбинском ГОКе. Во внутреннем кристалле алмаза матрешки обнаружен еще один алмаз, и он тоже матрешка, сообщает пресс-служба Алроса. В данное время специалисты ведут подсчет его массы. Необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, был добыт в Якутии в 2019 году. Несмотря на сложное строение, он весит всего 62 карата. От имени руководства республики с Днем гражданского активиста якутян поздравил Айсен Николаев. Активная жизненная позиция, внимание и забота о ближнем во все времена были отличительными чертами жителей Якутии. В республике зарегистрировано более 2200 некоммерческих организаций. Сегодня они участвуют в федеральных конкурсах, поддерживают проекты в области культуры и искусства, науки и образования, социальному обслуживанию, защите здоровья граждан, а также охране окружающей среды, говорится в поздравлении. Глава региона выразил слова благодарности общественным активистам, представителям добровольческих и волонтерских движений, а также неравнодушным гражданам, которые явились примером бескорыстия, милосердия, взаимовыручки. Напомним, День гражданского активиста был учрежден указом главы в 2018 году. Якутяне всегда были неравнодушны к проблемам общества, а люди с активной позицией зачастую становятся инициаторами различных идей и проектов. Например, в период пандемии волонтеры помогли многим ветеранам, а сегодня в Горном Илусе проводится форум гражданских активистов. В столице региона запланировано онлайн-мероприятие. Также в Якутии стартует конкурс «Неравнодушный гражданин». Активные граждане, люди, которые
внесли особый свой личный вклад, да, в развитие именно благотворительности, добровольчества, они могут быть номинированы соседями, там, активными гражданами, со своими коллективы их могут номинировать на эту общественную премию. Общественная премия проводится по 6 направлениям. Специальная экспертная комиссия отберет их по 6 номинациям. Кроме того, будет объявлено народное голосование, где будут определены победители по интернет-голосованию. Кроме того, мы хотим сообщить населению республики, призываем их принять активное участие. В течение апреля месяца и мая месяца мы будем собирать заявки на эту общественную премию. И награждение состоится уже до праздника ИСЭХ. Не секрет, что с повышением температуры воздуха снег начинает таять интенсивнее. Чтобы избежать затопления, на детской площадке реабилитационного центра для детей в Алекминске традиционно несут снежную вахту работники одной из организаций. Елена Фаст в канун Дня гражданского активиста пообщалась с неравнодушными людьми. По-настоящему доброй стала традиция уборки снега на территории реабилитационного центра для ребятишек. С 2016 года организация «Газпром Трансгаз Томск» взяла на себя эту заботу. С тех пор проблем с уборкой и вывозом в центре не знали. Мы очень рады ежегодно встречать ребят таких крупных, таких сильных, которые помогают нам, нашим деткам, очищать детскую площадку от снега. В этом году снега очень много. На протяжении уже 5 лет, наверное, мы в 2015 году сюда переехали. Ежегодно весной встречаем помощников наших, которые нам так помогают здорово освобождаться от снега. Ребята выезжают с удовольствием, делится заместитель председателя Совета молодежи организации. Дел на час, тепло, и нам польза, и ребятишкам на радость. Ребята всегда рады поработать на свежем воздухе. Они все идут ради этого как раз к нам работать, потому что у них в основном и работа вся на трубопроводе. Поэтому поработать, поубирать снег, тем более для детишек, которые в этом нуждаются, и скорее, чтобы они попали на игровую площадку. Большим удовольствием на данный момент в акции принимает участие 32 человека. В этом году снега действительно навалило очень много, улыбается работник центра. Самим бы пришлось тяжко. После прошлого года мы точно знаем – сложно. В прошлом году из-за пандемии не получилось, и своими силами мы очень долго пытались освобождаться от этого снега. Но когда разово такая помощь приходит, мы очень этому рады. Нужна. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Усть-Алданский УЛУС посетили с рабочим визитом специалисты ресурсного центра соцзащиты «Победа» при Минтруде Якутии. Оказали информационную и методическую помощь по программе заключения соцконтрактов. Также по этим вопросам встретились с заместителями глав поселений и специалистами. Посетили многодетные семьи, которые уже получили помощь в рамках программы и активно занимаются своим делом. Отметим, в Усть-Алданском УЛУСе в прошлом году социальный контракт получили порядка 60 семей. Мы посмотрели лучшие примеры применения социального контракта, да, то есть сегодня были в 3 семьях и убедились, вот насколько активно наши получатели освоили данные средства, да, и уже активно ведут свою работу, деятельность, и очень отрадно видеть расширение по своим направлениям деятельности. Очень хорошо налажена работа с местной администрацией, с администрациями поселений, да. Это мы прямо убедились. Сегодня на совещании было заметно, как активно все работают, да, и поэтому, если во взаимодействии все будут вот так хорошо работать, то лучших примеров будет очень много. В средней школе имени Семена Данилова в поселке Бердигистях планируют открыть медико-научные классы. Их запустят для учеников 7-8 классов со следующего учебного года. В рамках профориентационной работы и реализации образовательных программ преподаватели медколледжа провели семинар для школьников и их родителей. Подробно проинформировали о деятельности колледжа, а также организовали практические мастер-классы по 7 направлениям. Родители очень приветствуют этот проект. Мы очень ждем, конечно, что наши дети, которые ориентированы на медицинские профессии, значит, они получат возможность хорошо подготовиться и получить, значит, умения, компетенции. И благодаря, конечно, нашим
учреждением среднего профессионального, высшего учреждения, это у нас получится. Панно из овечьей шерсти, нежные вазы, чайный сервиз из керамики. Эти красивые работы Натальи Гуляевой и Ларисы Тавакаловой выставлены в краеведческом отделе Национальной библиотеки. Творение мастериц – это визитная карточка Намского педагогического колледжа. Лариса Тавакалова начала заниматься керамикой с 2000 года. С тех пор из рук не выпускает глину. И сейчас этим навыком учит студентов Намского педколледжа. А по словам ее коллеги Натальи Гуляевой, искусству она научилась от алтайской мастерицы во время выставки «Якутия. Мастеровая». Одной из достопримечательностей Эмиконского района вот уже много лет является резиденция повелителя холода. Накануне в гостях у Чисхана побывала делегация из Москвы. Из Тамтора передает Светлана Поцелуева. Недалеко от села Тамтор, в пещере священной горы Эбехая, располагается ледовая резиденция Чисхана. К слову сказать, Чисхан – это не якутский Дед Мороз, как ошибочно считают некоторые. Чисхан – это повелитель ледяных ветров, повелитель холода. Его резиденция – это царство вечной мерзлоты. Именно здесь, от зимы к зиме, хранится символ холода. Нигде в России нет ничего подобного. Я думаю, и в мире нет ничего подобного, когда температура держится и зимой, и летом в жару. Здесь настолько красиво, настолько атмосферно. Вот кажется, что просто душа расцветает в этой пещере, где холодно, но в душе становится тепло и еще теплее. В сверкающих инеем и ледяными кристаллами пещерах постоянно сохраняется температура в минус 10 градусов по Цельсию. Так что зимой здесь, внутри, даже теплее, чем снаружи. Резиденция Чисхана – место притяжения туристов. И аймиконцы гордятся этим. Любим свою родину, и это вот каждое здание, каждое учреждение показывает, что Аймиконский улус действительно должна процветать, должна дать людям понятие, что действительно историю должны сохранять. Гости, побывавшие на полюсе холода, отмечают открытость и гостеприимство хозяев и планируют рассказать о поездке друзьям и обязательно приехать еще раз. Люди Светлана. здесь, в Якутии, на севере, очень душевные и искренние. Вот это, конечно, просто очень сильно впечатляет. И не хочется уезжать отсюда навсегда. Хочется всем рассказать о том, что здесь чудесно, и сюда нужно приезжать. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Эмиконский район. К этой минуте у меня все. Увидимся чуть позже.